Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Аеп. На уходящей неделе заседание Совета глав государств СНГ, которое должно было состояться в пятницу в Ташкенте, и встреча министров иностранных дел, намеченная на 15 октября, перенесены на неопределенный срок. Посольство США в Бишкеке заявило, что граждане Кыргызстана и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику, а также призвало все соседние государства и международные организации уважать суверенитет Кыргызстана, в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия. В Бишкек прилетал замруководителя администрации российского президента Козак, который встретился с Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым. Они провели встречу втроем. После чего Кремль заявил, что Россия приостанавливает финансовую поддержку Кыргызстану. Евросоюз объявил, что Жээнбеков является единственной легитимной властью в Кыргызстане. Президент Жээнбеков на неделе повторно ввел в Бишкеке чрезвычайное положение с комендантским часом, но парламент снова уклонился от утверждения такого режима. Начавший исполнять обязанности президента Садыр Жапаров назначил председателем ГКНБ Камчыбека Ташиева, его первым заместителем Мама Садыкова, а Абсатаров стал директором антикоррупционной службы вместо Сагынбека Исмаилова. До этого, став премьер-министром, Жапаров сменил первого вице-премьера и двух других вице, а также министров финансов, иностранных дел, внутренних дел, транспорта, образования, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры и глав КСИНа и Госкомитета промышленности. Досалы Исеналиев стал главой госкадровой службы, главой таможенной службы Мамбет Джунушева вместо Торутаева, а Финпол возглавил Саймых Джапыкеев. Еще до этого, перед своей отставкой, Жээнбеков назначил секретарем Совета Безопасности Дюйшебаева, а начальником Генштаба Эмиралиева. Жээнбеков также уволил посла в России Декшенкулова. Такой массовой смены кадров за такой короткий промежуток времени ранее не было. Председатель Верховного суда Калиев заявил, что за каждое незаконное решение судьи теперь будут нести персональную ответственность. Абдрахматова сложила в себя полномочия члена ЦИКа. Ушли в отставку главы пресс-служб президента, парламента и правительства Стамалиева, Нуракун-Улу и Исенгулов. Жээнбеков перед своей отставкой присвоил звание генерала двум замминистров внутренних дел Каниметову и Оразалиеву, а также первому зампреду ГКНБ Салиеву. Заместитель начальника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Болпонов во время выяснения отношений в своем кабинете стрелял в своего подчиненного. Начато внутреннее расследование. ГКНБ возбудил досудебное производство по фактам коррупции на таможне. Верховный суд отменил судебный приговор в отношении Мырзахматова и отправил его дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. ГКНБ сообщил, что в ночь с 5 на 6 октября судья Первомайского районного суда Бишкека подписал постановление об изменении меры пресечения Атамбаева под давлением, после чего тот покинул СИЗО. Гражданского мужа Ширин Айтматовой Сырхака Кенджибаева, выпущенного из-под стражи тоже 6 октября, вновь водворили в СИЗО-1. Экс-премьер Жантуре Сатыбалдиев и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев добровольно вернулись в колонии. ЦИК вернул Эмирбеку Текебаеву депутатский мандат вместо добровольно сложившего себя полномочия депутата Садыка Шернияза. И на другой день, в пятницу, Текебаев принял участие в сессии парламента, на которой была принята отставка президента. Директором ОТРК стал Бактияр Алиев. До него после отставки Жайнака Усена-Улу на этой должности за 10 дней побывали Джилдыз Бакашева и Мирлан Самыйгоджо. Бывший премьер-министр Сапар Исаков и бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов ударились в бега. Партия «Справедливая Россия» попросила кыргызские власти освободить из заключения Атамбаева. Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 51,5 тысячи, а количество умерших от ковида перевалило за 1100 человек. Штаб Союза народных дружин провел встречу волонтеров для подготовки их ко второй волне эпидемии ковида. Курс доллара к сому превысил 81 сом, а для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, проработав лишь половину срока.
Нового премьера и исполняющего обязанности президента обвиняют в связях с криминалом. Садыр Джапаров обещает искоренить криминал на корню. Почти вся официальная власть в государстве концентрируется в руках премьер-министра. Садыр Джапаров пришел к такой власти благодаря неизгибаемой поддержке своих сторонников. Прошло 96 лет со дня создания Каракыргызской автономной области в составе СССР. В борьбе за справедливость среди депутатов иногда происходят и жесткие противостояния. Параллельно с политическим кризисом к стране подкрадывается и вторая волна эпидемии ковида. Странно, когда привыкшие к нарушениям норм депутаты становятся вдруг такими придирчивыми. Позор политического кризиса может быть смыт лишь новыми, чистыми и справедливыми выборами. Из 4 предыдущих президентов страны 2 бежали из страны, потеряв звание «экс». 1 сидит в тюрьме, тоже без этого постпрезидентского звания. Теперь Сооронбай Жээнбеков восстановил равновесие, присоединившись к Розе Отунбаевой и став 2-м «эксом». Теперь наша президентская нумерология 212. Об отставке Жээнбекова более подробно в сюжете Андрея Токомбаева. Уход Жээнбекова в отставку шокировал многих, но это решение не было непредсказуемым и тем более спонтанным. Демонстрации оппозиции не прекращались более 10 дней. Сторонники Садыра Джапарова требовали, чтобы президент сложил в себя полномочия. Добиться этого им удалось в четверг в результате многодневных многотысячных митингов, последний из которых прошел у гостиницы «Иссык-Куль». Фактически главу государства свергли митингующие. Свои действия они объясняли так. Очень развитая была коррупция, безработица. А Жээнбеков где был? Вот месяц назад, да? Пандемии, когда люди голодали, когда в границе люди, мигранты лежали, там, отсутствие там, поддержки государства. Ну, короче, на произвол судьбы оставил. Кыргызский Робин Гуд, как называют порой Садыра Джапарова, попал в число радикальных оппозиционеров и получил срок 3 года назад якобы за захват заложника в ходе митинга против золотодобывающей компании. Сторонники нового премьера считают, что в их бедах и нищете виновата власть, и были настроены решительно. У нас есть золотодобывающее месторождение Кумтур. Это входит в лучшие десятки по запасу. Мы не воспользуемся этими. Все мы там из-за коррупционеров. Требования сторонников Джапарова и других протестовавших сначала были отменить результаты парламентских выборов 4 октября, что и было сделано, но с трагическим опозданием, когда попытка разогнать митинг 5 октября закончилась тысячами ранений и на площади погиб человек. Далее повторился кошмар, который в былые годы граждане видели не раз. Ночные погромы, рейдерство и грабежи, кризис власти. Оппозиция потребовала ограничить победителей в политических правах, но это ограничение фактически произошло само по себе, в силу логики обстоятельств. Миллиардные суммы, пущенные провластными партиями на избирательную кампанию, оказались потраченными впустую. В четверг президент распорядился стянуть госрезиденции силовиков и военную технику в надежде смирить митингующих. Когда выяснилось, что любая попытка их разогнать закончится кровопролитием, Сооронбай Жээнбеков заявил, что не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь соотечественников. Дорогие соотечественники, общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. Вчера Жугурку Кенеш утвердил состав правительства. Я подписал указы президента о соответствующих назначениях, но это не сняло напряженности. К сожалению, агрессия не утихает. Требования моей немедленной отставки продолжаются. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. Для меня мир в Кыргызстане, целостность нашей страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. В своем обращении глава государства также призвал Джапарова и других политиков вывести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам, но митингующие не унимались. Еще на заседании парламента 10 октября новоиспеченный премьер сказал, что виделся с президентом, и тот обещал в скором времени освободить пост. После этого начались затяжные переговоры. В среду Джапаров встретился с Жээнбековым, чтобы обсудить его отставку. Во встрече участвовали депутаты Талант Мамытов, Курманкул Зулушев и лидер партии Мекенчил Камчибек Ташиев. В
четверг Джапаров и другие политики должны были снова пойти на встречу с президентом, но глава Кабмина на переговоры не явился, якобы из-за неважного самочувствия. Разговаривать с ним в качестве независимых арбитров собирались экс-президент Роза Атынбаева, экс-спикеры парламента Абдыганы Эркибаев и Амурбек Текибаев и экс-премьер-министр Феликс Кулов, которые считали, что президент не должен уходить со своего поста, а некоторые считают, что необходим был импичмент. Такого же мнения придерживался и экс-судья Верховного суда Курманбек Джуроев, но в четверг он сказал в интервью Пятому каналу следующее. Хотим мы того или нет, но сегодня меняется власть. Разумеется, я не сторонник того, чтобы президент уходил со своего поста в такой обстановке. Власть должна переходить преемнику, избранному в ходе всенародного голосования. Но происходит это сейчас совсем по-другому, в критической ситуации. Должен сказать, что Джейнбеков поступил правильно, не допустив кровопролития. Я бы хотел обратиться к участникам митингов. Дорогие сограждане, расходитесь по домам, займитесь своими делами, не способствуйте дальнейшей дестабилизации ситуации. Многие до последнего момента считали, что президент должен доработать свой срок до конца. Вот аргументы одного из сторонников такой точки зрения. Это государственный пост №1 президента в Белом доме. Вот там он должен находиться. Потому что кроме понятия поля законности или юридическое поле, есть понятие поле государства, государственное поле. Это не поле чудес. Но произошло то, что произошло. В ситуации, когда дальнейшее пребывание Джейнбекова на посту президента могло привести к вооруженному противостоянию, он выбрал из двух зол меньшее. Теперь, согласно закону, до избрания нового главы государства его полномочия должен был бы исполнять спикер Джугурку Кенеша, в данном случае Канатбек Исаев. Еще в четверг многие митингующие требовали, чтобы и он ушел в отставку. Канат Исаев, пусть он тоже идет. Вот этого, потому что он тоже джейнбековские людей, они, да? Народ хочет все распускать парламент, и заново надо выборы проходить. Нетрудно предположить, что произойдет в стране, если будет распущен парламент. По мнению политолога, это может привести к тотальному разрушению государственной власти. Конституция не может предусмотреть все шаги, когда все ветви власти не работают. Да? Там прописано, когда президент уходит в отставку, что происходит, что спикер там становится ее и назначаются президентские выборы. Представьте, вот парламента нет. Президента нет. Ее президент кто? Премьер-министр. Хорошо. Но кто будет назначать тогда выборы парламента, выборы президента? Это же должны тогда юристы должны искать все эти ходы, все пути законные. В четверг Феликс Кулов распространил сообщение, что в сложившейся ситуации новое требование сторонников Садыра Джапарова распустить парламент может иметь непредсказуемые последствия для страны. Теперь вот пошли требования о распуске парламента. После этого вся власть в стране перейдет в руки премьер-министра. Интересно, что дальше должно произойти? Теперь уже становится понятным. Все идет по заранее написанному кем-то сценарию. В пятницу в госрезиденции экс-президент Сооронбай Джейнбеков встретился с представителями Джугурку Кенеша. Обращаясь к ним, он сказал: Для нашей страны с 6 октября начался новый отчет времени. Это факт. Что даст нам этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку. Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца. Выражалась поддержка в мой адрес. В то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации. Высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле. Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и с партнерами. Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для нас всех нет большей ценности, чем интересы нашей страны. Я всегда говорил, что у нас сильное, открытое гражданское общество. Перед уходом президента в отставку с ним поговорил по телефону глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил обеспокоенность России ситуацией в Кыргызстане и заявил, что российское руководство готово содействовать стабилизации обстановки. Но в тот же день стало известно, что Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Кыргызстану до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти. Учитывая складывающуюся обстановку в Кыргызской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти. Последний раз о финансовой помощи России Кыргызстану официально сообщалось в 2019 году. Тогда Кыргызской республике было безвозмездно выделено $30 миллионов. С 2005 года Российская Федерация также списала долги на сумму более $700 миллионов. С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 миллионов. Россия также является главным пайщиком Евразийского фонда стабилизации и развития, который в августе решил выделить Кыргызстану кредит в $100 миллионов.
Москва контролирует 88% условного капитала фонда. Теперь в трехмесячный срок в Кыргызстане должны пройти досрочные выборы как парламента, так и президента. Мероприятия совсем не дешевые, тем более в ситуации экономического кризиса и второй волны пандемии. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. Однозначную поддержку Москва Джейнбекова не совсем оказывала. Если бы такая поддержка была, отставки, наверное, вообще бы не было. Сидел же в президентском кабинете 6 лет не совсем адекватный человек, и это всех устраивало. Партнеров гораздо больше волновало то, что многие считают нового премьера связанным с криминальной средой, и приход его во власть произошел именно в период президентства Джейнбекова. Когда президентом был Атамбаев, такие же вещи тоже происходили. Многих депутатов парламента связывали с криминалом. Один из них даже чуть не стал спикером, но это мало кого тогда за рубежом волновало. В этот же раз проблема связи с криминалом получила огромный резонанс, и посольство США даже сделало отдельное заявление. Косвенно этой проблемы на сессии 14 октября, когда Садыр Джапаров был окончательно утвержден премьером, коснулся и Мыктыбек Абдылдаев, побывавший с 6 до 10 октября спикером Жогорку Кеңеша. Во-первых, хотел бы сказать о сложившемся парадоксе. Никто не должен обижаться. На сегодня и спикер, и премьер оказываются людьми, бывшими под следствием. Это некий парадокс. И в обществе могут быть разные разговоры. И спикер оказался попавшим в такую ситуацию, и точно так же у вас, Садыр Нургаджоевич, такая же ситуация. На подобные вопросы Садыр Джапаров отвечал в ходе своего избрания и утверждения премьер-министром, которые растянулись на более чем неделю, несколько раз. Он постоянно повторял, что это противоборствующие силы специально распространяют такую информацию, будто он связан с криминальным миром. Но эти слухи, по словам Джапарова, не имеют никаких оснований. Тем не менее, сторонники Джапарова всегда вели и ведут себя достаточно агрессивно. Например, на митинге против в селе Саро в октябре 2013 года, когда губернатор Иссыкульской области Эмильбек Каптагаев якобы был взят в заложники, что сам Каптагаев потом не раз опровергал, а также и до сих пор они так себя ведут. 10 же октября на сессии парламента в госрезиденции Ала-Арча, отвечая на вопросы депутатов, Джапаров еще раз об этом высказался. Криминал будет уничтожен на корню. Вы ведь об этом спрашиваете? Я правильно понимаю? Я буду с ним бороться. Я буду с ним сильно бороться. Криминала не будет. Давайте делать так, как это в развитых странах делается. Криминал и все такое остальное надо полностью убрать и работать чисто. Создать чистое государство. Вы мне в этом помогите. Однако, преодолевший такие неимоверные бюрократические препятствия, Садыр Джапаров, которому пришлось трижды избираться в парламент, чтобы стать премьер-министром, к концу недели, как невероятно легко отправил в отставку действующего президента Сооронбая Джейнбекова, также легко и нейтрализовал спикера Каната Исаева, который должен был по Конституции занять пост президента. Более подробно в еще одном сюжете Андрея Токамбаева. Под занавес недели только что возглавивший правительство Садыр Джапаров стал еще исполняющим обязанности президента страны. Когда Сооронбай Джейнбеков ушел со своего поста, его обязанности, согласно Конституции, должны были перейти до внеочередных президентских выборов спикеру парламента Канату Исаеву. Но он от этого отказался, и вся власть оказалась у вчерашнего лидера протестов. Такой официальной концентрации полномочий в руках одного человека в Кыргызстане еще не было. Человек должен ощущать чувство меры, сказал в пятницу в разговоре с корреспондентом Пятого один из активных участников событий 5-6 октября. Вы знаете, человек должен чувствовать собственное чувство меры во всем. Требования – это хорошо, но к чему это приведет? Аппетит приходит во время еды, и отставка президента – это уже все, вопросы практически решены. Отставка правительства – это еще плюс к тому, что вся полнота власти сосредоточена в руках одного человека. Как подчеркнул Мадумаров, это уже чересчур. Надо чувствовать ответственность. Сегодня говорить можно все, что угодно, а завтра настанет ответственность. И как будет нести ответственность? Вот это непонятно. К слову об ответственности. Новый исполняющий обязанности главы государства обратился в пятницу к народу. В Киргизии в 3-й раз произошла революция. Мы должны быть благодарны, что передача власти произошла мирно. Я, в свою очередь, хочу сказать, что все силы направлю на выполнение своих обязанностей. А сил для воплощения сказанного потребуется немало. Вот некоторые из обещаний, прозвучавших в его обращении.
Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности. Для молодежи начнется новая страница нашей истории. Молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход к управлению экономикой страны. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятым на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. Кстати, о криминале. Накануне ухода Джейнбекова в отставку посольство США сделало заявление, в котором в частности было сказано, что в случае развития событий по сценарию, по которому они развиваются сейчас, представители криминала будут рваться во власть. Но это исключено, уверен человек, который знает о криминальном мире больше, чем многие. Вот этот так называемый, я чисто с профессиональной точки зрения, так называемый черный мир, там есть свои понятия. Они не пойдут вот на такие вещи, потому что это вещи выходят за их понятие, так скажем, воровской чести. Я говорю как профессионал. Нравится кому-то, не нравится, мне на это наплевать. Генерал-лейтенант милиции более половины своей служебной карьеры отдал борьбе с преступностью, а во времена Акаева и сам побывал за решеткой. По словам Кулова, ни один уважающий себя вор не станет лезть в политику. Но криминализированные элементы, вот вопрос терминологии, криминализированные элементы, да, это имеет место быть. Это отморозки, которые взяли Джируй, Каракече. Как утверждает Кулов, из числа преступников идут в политику те, кого в криминальном мире называют отморозками. И даже там считают людьми без совести и чести. Но Джапаров в своем обращении пообещал, что отныне таким путь во власть закрыт. И о главы государства также сказал, что поставит точку в расследовании дела Матраимова. Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона. Джапаров также подчеркнул необходимость осуществить не на словах, а на деле выдвинутую еще на митинге 5 октября идею люстрации партий и политических сил, победивших на выборах 4 октября, что фактически означает почти полное обновление состава политических партий и парламента. А значит, в Кыргызстане сейчас происходит не только смена политических элит, но и нечто большее, считает доктор политических наук, автор концепции естественного развития Кыргызской республики Мурас. Сейчас мы наблюдаем крах системы политических партий в Кыргызстане. Потому что политические партии у нас не только не работали, но и на самом деле они отсутствовали. То, что мы называем политическими партиями, на самом деле таковыми не являются. И это просто группа интересов людей, преследующих свои какие-то политические и экономические цели. Можно даже сказать, что это группы политических и экономических или финансовых авантюристов. Естественным образом такая система не работала, а могла лишь приносить вред государству и обществу, что мы сейчас и наблюдаем, говорит политолог, и добавляет. Но дело в том, что крах системы политических партий сейчас происходит не только в Кыргызстане, но и в других странах мира мы это наблюдаем, даже в странах Западной Европы и Соединенных Штатов. Причем крах системы политических партий в этих странах начался еще в 90-х годах, и сейчас он просто ускорился. И момент такого ускорения чрезвычайно опасен, подчеркивает собеседник Пятого. В перспективе, как будет происходить трансформация, как будет происходить установка новой власти, вот это большой вопрос, потому что никто сейчас точно не может сказать, произойдет ли это все стабильно, произойдет ли это все мирным путем и не будет ли дальнейших эпизодов дестабилизации. Но будем надеяться, что все пройдет все-таки благополучно. Ближайшие перемены будут не обязательно деструктивными, добавляет Тимиркулов. По его мнению, страна сейчас находится в точке бифуркации, когда одинаково возможны два варианта. Либо дальнейшее сползание в хаос, или же мощный рывок в будущее, шанс избавиться от последствий ошибок прошлого. Такая возможность дается не каждому государству и часто лишь однажды за очень большие исторические периоды. Политолог утверждает, что если нынешнее политическое руководство не станет цепляться за отжившие модели управления, Кыргызстан может перейти к передовой политической системе. Это электронная демократия, где каждый гражданин сможет голосовать не посредством депутата, который представляет его интересы в Джугурку-Кенеши, а каждый гражданин сможет посредством интернета сам голосовать за тот или иной законопроект, который он
предпочитает. Как говорит Тимеркулов, при таком развитии необходимость в парламенте вообще может исчезнуть. Электронная система голосования позволит 3 миллионам социально активных граждан реализовывать свои гражданские права напрямую. Такая модель демократии сейчас внедряется, например, в Исландии, Швейцарии. К ней стремятся США. Идея заманчива. Но недавние выборы в Джугурку-Кенеш наглядно продемонстрировали, что нечестные выборы происходят с унылой периодичностью еще со времен Акаева. Страна пока так и не вышла из этого заколдованного круга, сетует после событий 5-6 октября российский писатель, социолог и публицист, теоретик альтернативной истории. У меня складывается ощущение, что все время происходит одно и то же событие. Один и тот же президент, одни и те же люди, одни и те же лозунги, одни и те же действия, один и тот же результат. В первый раз в Кыргызстане Переслегин побывал в середине нулевых, потом посещал страну неоднократно. В последний раз был в сентябре 2019 года на общественном обсуждении предложенной Джейнбековым стратегии развития. По мнению исследователя, кыргызы – один из немногих живущих на земле народов, который продолжает жить архаическими, неписанными правилами, существовавшими тысячелетия задолго до возникновения государства как такового. Киргизы или кыргызы, как они себя называют через «ы», древний народ, который отмечается как народ, причем народ, имеющий значение, которое необходимо отметить в летописях, необходимо учитывать как возможную военную угрозу еще в древнекитайских рукописях. При всем том, государственность в нашем понимании этого слова у кыргызов не было очень долго. Нормы догосударственной самоорганизации этноса процветают и властвуют помимо госструктур. Стране предстоит еще долгий и сложный путь к построению общества, в котором понятие справедливости будет синонимом законности государственной власти, считает социолог. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. Этот долгий и сложный путь к построению общества с непререкаемой государственной властью еще более удлиняется и усложняется из-за того, что мы постоянно откатываемся назад, и к успехам в таком обществе приводит как раз догосударственная самоорганизация в лице, например, сторонников Садыра Джапарова, которые все вопросы самой высокой государственной важности решали и решают без всяких бюрократий и самим фактом необходимости их решения. Но наше общество должно хотя бы в одном быть им благодарно. Когда 9 октября почти все политические партии бросили Координационный совет Адахана Мадумарова, пытавшегося действовать строго легитимно и в рамках закона, и всей гурьбой устремились под крыло разрушителя какой бы то ни было государственности Атамбаева, сторонники Джапарова разогнали всю его массовку за полчаса простым оружием революционной целесообразности. Сторонники Джапарова, они готовы за него на все. То есть вот эту решительность они все вот показали. Со всех сторон, в общем-то, если народ выбрал его и свое будущее, значит, все-таки надежды связывают с Джапаровым, то, вероятно, надо ему дать возможность попробовать эту ситуацию исправить. Есть всякие разговоры, что вот это не соблюли, это не соблюли. К этому можно по-разному подойти. Но я считаю, что к этому нужно подходить с учетом форс-мажорных обстоятельств. Понимаете как? На фоне этих событий на неделе почти незамеченная прошла годовщина образования Каракыргызской автономной области. Она была провозглашена 14 октября 1924 года. Но еще за 2 года до этого, в 1922 году, кыргызская общественность, не спрашивая никакого разрешения из Москвы, провела учредительный съезд Горной области. Воспоминания о тех политиках и сравнение их с нынешней кыргызской элитой ничего, кроме удручающего чувства, не вызывает. Но Андрей Токамбаев подготовил об этой годовщине отдельный сюжет. У каждого народа, имеющего государственность, есть дата, ставшая точкой отсчета воплощения его национального государства. У Кыргызстана таких точек отсчета в новейшей истории несколько. Первая дата общеизвестна – 31 августа 1991 года, день провозглашения государственной независимости Кыргызской республики. Но независимости могло бы и не быть, если бы не некоторые другие даты. Например, 14 октября 1924 года, день провозглашения Каракыргызской автономной области.
Эта дата стала датой возрождения государства кыргызов со времен кыргызского каганата IX-X веков. О том, как начало возрождаться государство в новейшее время, рассказал в разговоре с корреспондентом Пятого видный общественный и государственный деятель Медеткан Шаримкулов. И наша государственность берет свое начало от 14 октября 1924 года, когда Всесоюзный Центральный исполнительный комитет Союза принял постановление образовать Каракыргызскую автономную область. Это было только решение 14 октября, а первый организационный съезд, оформивший все организационные структуры и решивший все организационные вопросы, состоялось в конце марта 1925 года. Вопрос о национальном размежевании в Средней Азии начал подниматься в партийных и советских организациях еще с начала 20-х годов. Тогда в регионе существовала единая многонациональная туркестанская автономная социалистическая советская республика. Она занимала территории почти всех нынешних центральноазиатских стран, сказал в разговоре с корреспондентом Пятого экс-губернатор Баткенской области. Понимаете, как я просто исхожу из того, что каким образом получилось, что мы, казахи и кыргызы, вроде единый народ, разделились на две части, на самостоятельные республики. Да. То есть это вот, в общем-то, в новейшее время размежевание, как да. До судя по вашим рассуждениям. Да. По словам Айджигитова, раньше представители тюркских народов делились не по национальному признаку, а по укладу ведения хозяйства. Оседлые земледельцы, сарты, селились в основном в городах и плодородных долинах. Кочевники, кайсаки, кочевали в горах и в степи. В то время один и тот же народ делили по географическому проживанию, по месту проживания, по, ну, скажем так, по реалию проживания. То есть кайсак-кыргызы – это те, которые в степи проживают, а кара-кыргызы якобы это те, которые проживают в горах. Особенности жизни кочевников делали границы их владений условными, а национальные различия – несущественными. В итоге, к моменту российской экспансии, тюркские этносы представляли собой единый монолит. Чтобы не стал он серьезной политической силой, царская администрация манипулировала местными элитами, баями и манапами разных родов по принципу «разделяй и властвуй». В том же духе стала действовать с начала 20-х годов и советская власть в лице Сталина, убежден Айджигитов. Вот это вот размежевание произошло из-за того, что из сталинской надо же было сохранить централизованную власть. Вот. А Средняя Азия, в принципе, она представляла собой только монолитную тюркскую территорию. То есть она никогда не делилась вот таким образом. Кыргызы, казахи. Были племена разные. Вот. Национально-территориальное размежевание в Средней Азии ставило своей целью разделить единый монолит тюркских этносов, чтобы он не препятствовал национальной политике Сталина в создании новой исторической общности советского народа. Именно это, по мнению Айджигитова, послужило причиной создания автономии кыргызов. Но это слишком упрощенная трактовка. В действительности все было гораздо сложнее, считает историк Кыргызско-Российского славянского университета, автор нескольких научных работ на эту тему. Дело в том, что народы, хотя проживали на вот этой обширной территории, но у них был свой хозяйственный культурный быт, свои какие-то устремления политические и национальные. По словам Джакишева, инициатива о создании обособленных государственных образований шла снизу, а не сверху. Шла снизу, и поэтому власти Туркестана советского и союзного правительства, они реагировали на эти инициативы. Хотя, собственно, это была реализация партии большевиков о свободном самоопределении народу. Как рассказывает профессор, посредством национального размежевания Средней Азии советская власть планировала решить задачу именно объединить разрозненные в те годы узбекские, туркменские, кыргызские, каракалпакские, казахские земли в соответствующие советские национальные государственные образования. К тому же Каракиргизская автономная область, пусть даже и в составе РСФСР, была неполным воплощением мечты многих представителей кыргызской интеллигенции. Трое партийно-государственных деятелей – Юсуп Абдрахманов, Эшеналы Арабаев и Абдыкерим Сыдыков – предложили советскому руководству выделить кыргызов в автономное государственное образование. Впоследствии ходатайство было удовлетворено и было решено создать автономию, поначалу в составе Туркестанской автономной республики. Туда вошли народы всей Средней Азии, кыргызы, узбеки, таджики,
Значит, наряду с Туркестанской автономной республикой существовали две народные республики, это Хивинская и Бухарская народные республики. Вот. И вот это образование было началом для дальнейшего разбежевания народов Средней Азии. Некоторые представители кыргызской национальной интеллигенции и раньше 1924 года ходатайствовали об автономии кыргызов. Но первая такая попытка потерпела неудачу. Первая попытка создания кыргызской государственности проявилась в 1922 году, когда председатель Семиреченского облисполкома Абдырким Сыдыков на туркестанской сессии поднял вопрос о создании горной области, куда бы вошли северные территории Кыргызстана. Поначалу ходатайство одобрили, но когда Сыдыков поставил вопрос о включении в горную область не только северных территорий страны, но и южных, решение вопроса приостановили. Потому что на юге Кыргызстана шло басмаческое движение, значит, время было немирным, поэтому сначала первоначально стоял вопрос о создании горной области с территории Северного Кыргызстана с географическим центром село Качкорка. Проект государственного образования, которое включало бы лишь север Кыргызстана и столицей которого могло бы стать село Качкор, был отвергнут. Нашлись оппоненты в органах власти. Против попытки создания горной области выступили секретарь Турцика, Туркбюро, партбюро Тюрякулов и председатель Семиреченского обкома партии Джандосов. Они выступили против создания вот этой горной области. Большевистское руководство не всегда препятствовало инициативам снизу, но всегда относилось к ним с подозрением. Тем более, что в руководстве Туркестанской автономной республики было много противников национального размежевания. Но 14 октября 1924 года стало днем победы ее сторонников. Для управления Каракиргизской автономной областью революционный комитет утвердил группу в составе 17 человек. Среди них были Иманалы Айдарбеков, Юсуп Абдрахманов, Ишиналы Арабаев и другие. Сегодня их имена, как и вклад в развитие кыргызской национальной государственности, по достоинству оценен потомками, говорит Шаримкулов. 14 октября 1924 года Кыргызстан был образован как автономная область, Каракыргызская автономная область. Буквально через несколько дней от этого 7 ноября выходит первая кыргызская газета «Иркинто». По мнению многих историков, в годы Каракиргизской автономной области наиболее значительным был вклад в развитие образования и национальной культуры. С ноября 1924 года до марта 1925 года на просвещение было потрачено почти 32% тогдашнего бюджета области – 761 989 рублей. Средства по нынешним временам небольшие, но и немалые, если учесть, что сейчас в Кыргызстане на образование и культуру тратится лишь около 20% бюджетных средств. 33,4 миллиарда и 157,9 миллиарда сомов. В минувшую среду, 96-я годовщина со дня образования Каракиргизской автономной области, была отмечена в непростой обстановке. В который раз уже мы едва не лишились целостности государства. В такие дни не лишне вспоминать о людях и исторических датах, которым мы обязаны государственной целостностью и суверенитетом. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. Если мы лидерам тех времен обязаны государственной целостностью и суверенитетом, то нынешним политикам можем оказаться обязанными утерей этой государственности. На волне нынешних событий глава парламентской фракции Бирбол Алтынбек Сулайманов несколько раз поднимал инициативу отменить или хотя бы изменить те законодательные нормы, из-за которых и случились массовые нарушения во время выборов 4 октября. Это слишком высокий избирательный порог, непомерный 5-миллионный залог и форма 2, по которой избиратели заставляли массово менять свои постоянные избирательные адреса избирателей. Однако председатель комитета по конституционному законодательству Ханат Киризбеков отнесся к инициативе Сулайманова отрицательно, ссылаясь на чрезвычайное положение и отсутствие кворума. Между ними после сессии 14 октября чуть не произошла драка. Biz Altınbek Süleymanov, Kanat Kerizbek,
Депутат Алтынбек Сулайманов поднял те же вопросы и на сессии 16 октября, после того, как Жогорку Кеңеш принял отставку президента, и предложил как можно быстрее обсудить проблему, организовав встречу нового спикера Каната Исаева с лидерами парламентских фракций, чтобы успеть внести поправки в выборное законодательство до объявления новых парламентских выборов. Депутат Жакурманкул Зулушев заявил, что решать подобные вопросы надо не на встречах спикера с лидерами фракций, которые полностью себя во время кризиса дискредитировали, а на общей сессии Жогорку Кеңеша при участии всех депутатов. Целью поднявшегося народа было: одни выступали против партийных выборов, другие требовали исправить эту систему. В это время лидеры некоторых фракций попрятались. Что можно решать с такими лидерами? Давайте обсуждать все вместе. Мы пришли к этой революции как раз из-за этих лидеров фракций, которые не могли сказать ничего решительного, не могли даже защитить собственные фракции. Активизировавшиеся сейчас депутаты во время вспышки ковида в июле даже не смогли собраться на экстренную сессию, а сейчас за 10 дней проведено 5 внеочередных заседаний. Тем временем медики бьют тревогу, что вторая волна эпидемии может стать тяжелой. Как раз заканчивается инкубационный период после массовых митингов начала октября. Андрей Токомбаев побеседовал на эту тему с клиническим фармацевтом Минздрава Аидой Зурдиновой. Аида, на фоне громких политических событий как-то отошло на второй план событие, о котором говорили очень долго и многие. Вторая волна коронавируса. Одни говорят, что она наступила, другие, что она ожидается. Можете внести ясность в этот вопрос? Она наступила? Она наступила, то есть это начало уже второй волны, и в принципе об этом наши эпидемиологи, они делали карту прогнозирования, и совместно с Оксфордской группой, то есть это представители Оксфордского университета, да, Великобритании, и согласно этого, кроме этого, наше Министерство экономики с нашими эпидемиологами, и в принципе их вот эти диаграммы по прогнозированию сошлись. И было у них по прогнозам с конца октября и весь ноябрь идет подъем. И в диаграмме даже было нарисовано, что этот подъем даже был выше, чем вот июньская вспышка. Знаменитая вот эта вот вспышка летняя. Да. И учитывая вот эти наши политические волны, да, которые произошли, мы видели, сколько людей собиралось, и сколько людей без соблюдения никаких, никто в масках, это единицы были, кто в масках. Более 1500 человек на площади, да. Как это может теперь разрастаться все это в прогрессии? Вот как инфекционисты наши говорят, инкубационный период вообще ковидной инфекции 2-21 день. И мы предполагаем, что от начала, вот когда начали собираться, да, это 5 число. 5-6. Усиленно вот оттуда посчитать плюс 14, там, плюс 21 день, и мы, наверное, увидим этот подъем. И, в принципе, сейчас статистика, которую представляет наш Минздрав, она и показывает, что идет подъем. То есть 26-27 октября ожидается резкий всплеск коронавируса. Да. И учитывая то, что и как раз погодные, да, условия все-таки было прохладно, и не надо забывать, что в этот период еще уже у нас грипп, ОРВИ тоже же, как обычно, сезонно идет. И на фоне этого еще подъем. Конечно, там с диагностикой будет большой этот, да, но тем не менее, да. Иными словами, нам известна уже практически точная дата. Мы наступим на те же самые грабли, на которые наступили летом? Или, в принципе, мы подготовились к новой волне лучше? Ну, я так думаю, я не могу сказать, что прям 100% можно гарантировать, что все будет хорошо, потому что эпидситуация, на то и есть эпидситуация, как она дальше пойдет и сколько на самом деле сейчас людей у нас будет инфицировано, да, и каким потоком пойдет. Но судя по той диаграмме, которую эпидемиологи показали, большое количество. Но все-таки наша организация здравоохранения за этот период, Министерство здравоохранения их успело как-то сориентировать. И мы даже по новостям все каналы показывают, да, вот в регионах у нас больницы, да, отстраиваются, перепрофилируются. Это что отрадно. И что самое, мы летом говорили, что в стационарах должны быть вот централизованная подача кислорода. Многие сориентировались, руководители, да, и они уже как бы устанавливают. Но здесь еще другая часть есть. Определенные больницы, конечно, не успели. Это связано вот тендеры, там, в общем, закупка, сами знаете, это процедурно очень сложно, да, и поэтому
чуть-чуть, наверное, где-то, может быть, недооснастили. Но, тем не менее, по лекарствам такого дефицита уже, как летом, не будет. Вы сказали, недооснастили. Сколько процентов таких больниц не готовых? Ну, я прям в количественно так не могу сказать, да, но можно считать, наверное, все-таки большая часть, наверное, процентов 60-70 все-таки приняли уже такое, будем так говорить, мероприятие, да, по предупреждению. Все-таки руководители определенных, да, наших больниц, они вовремя среагировали. И я так думаю, такого прям, вот как летом у нас было, да, я так думаю, не будет. И с другой стороны, активно проводилось обучение врачей онлайн, каждый день семинары, и по всем, значит, и в Фейсбуке, и во всех соцсетях распространяется, и наши врачи, и кроме этого наши молодые врачи-ординаторы, да, тоже обучаются. И, во-первых, уже врачи, когда первый раз столкнулись, конечно, было страшно, да, это первая инфекция, она протекает у всех по-разному, было тяжело. Во-первых, вот эти сами СИЗы, представьте, летом, да, в такую жару. Сейчас осенью, я так думаю, такой проблемы не будет. Да, У вот них как будет летом. находиться уже комфортнее. Более комфортно, да. Но, тем не менее, все равно правила одевания самое главное. И поэтому все врачи, которые будут участвовать, да, в этой борьбе, если самое главное соблюдать вот собственную, да, как бы безопасность, правильно одевать и правильно как бы снимать, это тоже правила есть свои, и этому тоже обучают, то, в принципе, наверное, заражение среди медиков уже будет намного меньше. Но другой вопрос, насколько сейчас медики наши готовы идти ко второй волне, да, потому что это связано, во-первых, с выплатами, да, в соцсетях пишут, вот, многие не получили, но хотя, как бы, деньги наш фонд обязательного медицинского страхования руководит, ну, как бы, организациям уже в большей степени уже перечислил, можно так сказать. По вашим оценкам, насколько они психологически готовы после психологически, того, что было? Вот я могу сказать, где-то 50 на 50 все-таки. Потому что, во-первых, это психологически очень тяжело. Это не сколько финансово, да. Наши все-таки врачи, у них вот дух, чувство патриотизма, чувство долга, оно превалирует над такими финансовыми, материальными частями. И я уверена, особенно наша молодежь, что отрадно, меня очень это радует, да, молодежь очень отзывчивая, молодые врачи, да, они готовы. У нас многие врачи летом не одну смену 14 дней отрабатывали, да, и потом 14 дней обсервации. Они возвращались же, и они работали. Конечно, были случаи, когда врачи отказывались идти, да, это их право, но тем не менее мы все-таки как врачи, да, надо оценить ту службу, которую делают наши врачи, особенно в регионах, особенно еще и в городе, да, учитывая такой дефицит кадров. Подвиг да. действительно российских врачей. Но если вернуться к делам материальным, что касается методов лечения, то мы, как известно, уже сменили 4-й протокол. То есть 4-й протокол у нас действует. Какие он преимущества, недостатки? Я хотела бы отметить, что 4-й наш протокол, ну, я как один из разработчиков считаю самый лучший, если сравнить даже с российскими и рядом лежащими среднеазиатскими, например, казахскими протоколами. В их протоколах присутствует экспериментальное лечение, то есть те препараты, которые изучаются еще в исследованиях. Мы, соответственно, эти препараты в наши протоколы не включили. Основной упор мы сделали, что все-таки это основное лечение – это доступ к кислороду. Ну и, соответственно, уже такие, будем так говорить, патогенетические, да, и симптоматические особенности. И основной упор сделали именно соблюдение этих правил. И если все по правилам делать, в принципе, что и делала, пример тому, инфекционная наша больница, и даже если сравнить смертность в других больницах и в инфекционной больнице, зависит от периода, да, то вы увидите там цифры намного ниже, потому что там врачей вовремя обучали. То есть они сами там быстро наш главный профессор, главный наш нештатный инфекционист Дайнур Зарылбек, она их вовремя как бы информировала. Потому что для врача самое главное вовремя получить информацию. И если она будет правильная, то есть и так доказанная, да, то, соответственно, и помощь будет своевременная. Ну, учитывая, есть, конечно, индивидуальные особенности определенных людей, когда подходы тоже все как бы обсуждается и решение принимается. И, в принципе, в нашем протоколе указано, вот смертность в течение этого периода показала, что все-таки большая смертность была среди населения мужского пола, люди с излишним весом
и люди, которые имеют сопутствующие заболевания, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. А почему именно больше мужчин среди погибших? Ну, я не знаю, почему. Все-таки это новая инфекция, и, наверное, она будет изучаться. Есть специальные методы изучения, да. И если по всем странам такие исследования собрать, то, наверное, можно будет изучить эту причину, как причинно-следственную связь определить. Это очень интересно, потому что медицина вся в исследованиях. Это новая инфекция, и изучение, почему эти факторы сработали, это тоже будет. Но, тем не менее, у нас в протоколах наших последнем, да, указано, что эти факторы имеют важное значение на прогноз заболевания, насколько он будет тяжелым. И одним из прогнозов во всех, ну, это с международных рекомендаций мы брали, да, самых лучших, и там указано, что именно мужской возраст и излишний вес, да, например, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания могут быть факторами. Снижение иммунитета и риска. Да, вероятно. во-первых, риски, иммунитет, и учитывая то, что они от этих заболеваний еще же другие препараты используют, насколько эти препараты будут сочетаться с теми препаратами, которые мы включили, мы об этом вот во время обучения и врачам говорили, и постарались по мере возможности их, ну, как бы описать в наших протоколах. Я так думаю, это будет, ну, как бы, ну, подспорье. И все-таки, если врачи не будут отходить от протокола, то будет намного проще. Потому что у нас очень много было дебатов летом, когда приехали, вы сами знаете, из Турции, да, врачи, с Да, России. и вот о приездах как раз вот был десант российских медиков, и тогда хотели применить к кыргызстанцам препарат, который, как оказалось, непроверенный. Вот насколько трудно было отстоять, вот, скажем, отказаться от применения этого препарата, чтобы не стать подопытными кроликами. И есть ли, и, на ваш взгляд, опасность вот таких предложений повторных? Да, очень было большое сопротивление. Это препарат фавипиравир, торговое название не буду называть, да. Вот. На самом деле данный препарат в России прошел ускоренную регистрацию, а есть определенные правила, как препарат должен попасть на рынок. То есть есть определенные этапы исследования. То есть это была сокращенная, такая быстро ускоренная регистрация, до конца как бы еще не изучено всего пациентов, и пациентов, на которых изучалось очень мало. И здесь хотелось бы отметить еще и по вакцине, да, которая тоже российская была. Но, тем не менее, наше мнение спросили в правительстве, и мы написали специалисты, каждый свое видение этой проблемы. И, в принципе, мы настаивали, что эти препараты мы в протокол не включили, поэтому не имеет смысла закупать их, так как не изучено, и надо воздержаться, пока не будет доказательств. И, в принципе, надо отметить, что все-таки прислушались, и мы знаем, что на сегодняшний день ни то не было закуплено. Отрадно, что к мнениям медиков прислушиваются, но, к сожалению, уже время нашей программы подходит к концу, нашей беседы. И хотелось бы закончить ее следующим. Вот есть такая притча о волках и пастухах, когда вот 10 раз пастухам говорили о том, что вот подойдет волк, на 11-й раз они уже перестали бояться. Не может ли такое произойти вот с кыргызстанцами? Что бы вы хотели пожелать всем нашим соотечественникам вот как раз вот с наступлением вот этой второй волны коронавируса? На самом деле, когда часто говорят, что это нельзя, у всех идет сопротивление. Но тем не менее мы все-таки homo sapiens, да, и мы должны прислушиваться. То есть это опыт всех многих стран, где сейчас идет вторая волна. И самые главные мои рекомендации, пожалуйста, несмотря на то, что болели вы ковидом или не болели, носить маски в общественных местах, это соблюдать дистанцию, это избегать рукопожатий, поцелуев, да, и так далее. То есть все-таки это мера временная, но тем не менее она позволит работать и жить в социуме, не заходить в какой-то локдаун, да, такие ограничения. Если мы все это будем соблюдать, в принципе, я так думаю, мы с меньшими такими жертвами можем выйти из этого. Большое вам спасибо за нашу беседу и здоровья вам. Спасибо. Успехов. Вам тоже. И всем нашим слушателям тоже. Спасибо. Всего доброго. Как говорит Аида Зурдинова, запреты ведут к их нарушениям. Но если вернуться к политическим событиям недели, действия политиков и других акторов на политической арене достаточно противоречивые. Некоторые меняют свое мнение или позицию чуть ли не каждый день. Другие легко опровергают общепринятые представления. Например, после заседания парламента 6 и 10 октября стало массовым обвинение в том, что на этих сессиях не было кворума. Депутатов на них собирали выборочно, а
тех, кто против, запугивали. На заседании 14 октября тот же Мухтарбек Абдуллаев спросил, если те два заседания были нелегитимными, а приняты на них решения незаконными, почему вы их не отменяете? А бывший депутат и экс-министр юстиции высказался тоже достаточно жестко. А если кто-то считает, что нарушен регламент, где они были 5 лет тому назад, когда 5 лет они голосовали не по кворуму? В такое время, в мирное время, они не хотели соблюдать вот эти вот нормы закона, да? И теперь, когда страна на грани развала, на грани хаоса, они, понимаешь ли, увидели вот эти вот нормы, кворум. Но, несмотря на подобные отступления от норм и правил, основная масса населения, а также политики, вынуждены выходить на площадь и присоединяться к протестующим, требуют таких изменений, которые бы не позволили манипулировать имеющимися законами и общепринятыми правилами, когда, опираясь на те или иные не совсем детально прописанные нормы, имеющие доступ к власти или большим деньгам люди добивались своих целей за счет других. Если кто-то будет вмешиваться в ход выборов, лидеры криминальных групп, акимы, РОВД, генералы, это надо приравнять к убийству. Во-вторых, если какая-либо партия покупает голоса, сначала надо ее кандидата в этом округе снять с выборов. Если попадется второй раз, снять лидера партии. Если в третий раз, снять всю партию с выборов. Пока общество не отошло от встряски 5 октября, ситуацией воспользовался Алмазбек Атамбаев, к которому потянулись все, от прожженных Умирбека Бабанова с Тимиром Сариевым до журналистов, которые во всех бедах страны винили одного единственного человека и невинной молодежи, маршировавшей против ОПГ. Атамбаев, постоянно внушавший всем, что обе предыдущие революции сделал он, а третий не будет, пока этого не захочет опять же он, мог вернуть страну в пучину жесткого противостояния, и милиция ничего не смогла бы с ним сделать. Ситуацию усугубляли и юристы со всеми другими экспертами, которые уши прожужжали своим непробиваемым аргументом, что всем надо возвращаться в правовое поле, забывая, что именно в этом правовом поле разыгралась вся эта драма, финал которой все еще маячит у нас перед глазами – развал государства. Силовые линии этого правового поля были настолько искажены, что неизбежно вели к такой трагической развязке. Поэтому необходимо корректировать сам источник поля, чтобы появилось здоровое право. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Аир. Всего вам хорошего и до свидания.